Кто лучше жителя Джейраха может рассказать о горах? Правильно, никто. Так решила Айна Ильянова и не ошиблась. Ее душевный ролик, рассказывающий о любви к родине и прекрасных горных пейзажах Ингушетии, оценили по достоинству жюри международного конкурса «Литературный мир». Девушка стала призером в номинации «Конкурс чтецов», в рамках которой Айна подготовила 2 работы «У подножия гор Кавказа» и «Люблю я гор ингушских красоту». Я сделала видеоролик, в этом мне помог мой супруг. Еще во 2-м ролике у нас участвовал наш самый лучший активист Дома культуры Ахриев Амир. Ролик был посвящен нашей Ингушетии, про наши горы. Мы там были на фоне гор, и Амир на своем верном скакуне мчался там по горам. И вот этот ролик, в этом ролике я читала стихи. Съемка роликов и поэзия для Айны пока лишь хобби, которое не отвлекает от основной работы. Уже 6 лет Айна работает в Джейрахском доме культуры и периодически принимает участие в различных международных и всероссийских творческих конкурсах. Например, в прошлом году девушка стала лауреатом конкурса «Краеведы России», что неудивительно. Соревновательный дух у нее с раннего детства. С 2011 года, как я закончила школу, в школе тоже я участвовала в разных мероприятиях всероссийских, в «Зеленой планете» тогда была, один конкурс был тоже, в Москве мы тоже участвовали, ездили, это было в школе, а после школы это уже как бы грамоты получаешь, хочется их еще больше, и поэтому я решила, вот, где получится, почему бы не попробовать. Может, получу, а если нет, то для меня это будет опытом на следующий раз, чтобы победить еще. Впрочем, и творчество не главная страсть в жизни девушки. Есть у нее и спортивные достижения. У Айны по прозвищу Амазонка острый орлиный взгляд. Она может попасть в мишень с расстояния 75 метров. Еще в 2011 году, не имея опыта и техники стрельбы, она выступила на открытой игре по стрельбе из лука. За считанные минуты, сориентировавшись в ситуации, заняла 1-е место, удивив такой меткой стрельбой. Супруг тоже меня в этом поддерживает. В этом году, если наша пандемия нам позволит, мы будем участвовать опять в этих ингушских играх, кавказских тоже. В Джейрахском доме культуры Айна – пример для подражания среди воспитанников и коллектива. Ее коллега, художественный руководитель ДК Тамара Цурова, вдохновившись успехами коллеги, тоже решила принять участие в конкурсе «Литературный мир». Несмотря на то, что Айна уже стала призером конкурса, сроки приема заявок для новых участников еще не закрыт. У меня будет стихотворение собственного сочинения, и мы ждем, пока установится погода более-менее солнечная, чтобы поснимать в горах. У нас будет видеоролик. Стихотворение написано на самом деле очень давно. Само собой, я думаю, самая частая тема у нас – это наши горы, родина, патриотизм. Стихотворение будет на данную тематику. Попробовать свои силы и принять участие в литературном конкурсе, который проводит Академия народной энциклопедии «Литературный мир», может любой желающий. Ознакомиться со сроками приема заявок и положением о конкурсе можно на официальном сайте проекта. Амина Бокова, Майрбек Миржоев, Новости 24.